Ну а теперь путешествие в подземный мир. Знаете ли вы, что в Татарстане существует и уже давно целый подземный город? И это не метро. Метро в сравнении с этим миром небольшая деревушка. Протяженность всех дорог этого города сотни километров. Население всего около 200 человек. Они не остаются там на ночь. Это очень опасно. Ведь это промышленный объект. И это наша рубрика «Промышленный туризм». Мы побываем с вами сегодня в одном из самых удивительных уголков республики, на гипсовом руднике в Камско-Устинском районе. Это будет открытием для многих из вас, потому что были там очень немногие. Это действительно так. Здесь, в Камско-Устинском районе, на этой стороне Волги, достаточно всевозможных штолен и пещер вдоль и поперек буквально изученных туристами. Но эта пещера самая неизведанная. Этот сезам открывается лишь немногим. Не каждый турист попадет сюда, потому что это не только самая удивительная и самая большая пещера едва ли не во всей стране. Она еще и самая опасная. Театр начинается с вешалки, а рудник начинается с хозяйственных подсобных помещений. Далее присесть уже будет негде. И как-то даже не сразу понимаешь, что перед тобой не сарайчик, не барак, а просто выдолбленное в скале помещение, пока не посмотришь наверх. Отсюда мы отправимся уже на машине. До ближайшей выработки с километр пути. Над нами сейчас гора высотой в 100 метров. Но в руднике вполне комфортно. Потолки высокие, дороги широченные. 2 КАМАЗа разъедутся запросто. И вот мы на месте. Предназначение вот этой машины необходимо объяснить. Мы уже говорили сегодня, что гипсовый рудник – одно из самых опасных производств, которые только можно себе представить. Почему? Да потому что гипс здесь добывают не тем способом, которым мы, может быть, себе это представляем. То есть не просто выдавливая породу при помощи какого-нибудь отбойного молотка. Для этого здесь используют вот такие машины. Эта машина, говоря простым языком, просверливает отверстие, куда впоследствии вкладывается взрывчатка. Ежедневно здесь, на этом предприятии, используют 800 килограммов взрывчатки, 800 килограммов аммонита. Аммонит к тротилу один в один. Вот и представьте себе, 800 килограммов тротила. И это не где-нибудь, это здесь, под землей, где ежедневно работают 170 человек. Наверное, только жители Камско-Устинского района, единственные в республике, знают, что такое землетрясение. Взрывы, говорят, ощущаются в округе. Мы их не увидим, конечно, они слишком мощные. И вот уже затем образуются вот такие углубления в скале. Отсюда гипс уже вывезли, вот он, рядом, отправляют на погрузку туда, наверх. А здесь еще необходимо убраться. Из соображений безопасности обрабатывают вот так потолок и стены. Будет нехорошо, если такая глыба отколется когда-нибудь по собственной воле. Вообще максимальная высота стен здесь 12 метров. Все, выше гипса уже нет, он не бесконечен. Говорят, разведанных запасов осталось еще лет на 40, а рудник уже работает больше 100 лет. Каждый рабочий практически продолжатель большой династии. Безопасность и забота о людях, она не на бумаге. Вот такой прибор, например, здесь у каждого. Это ШСС, самоспасатель шахтный. То есть это в случае пожаров он открывается, крышку скрываешь, и там маска с трубкой гофрированной. Чтобы дышать просто. Да. Эту маску одеваешь. Сколько времени вот эта штука может поддерживать жизнь? На 2 часа он хватает. Спокойным шагом, если идти, выходить. Ходьба — это тоже какая-то нагрузка, то есть дыхание учащается. А если в спокойном состоянии, он до 250 минут его хватает. Часа, да. Нам бы в случае какого ЧП не хватило бы и этих 4 часов, чтобы найти выход. Как они тут ориентируются в этих катакомбах при абсолютной идентичности пейзажа, честно говоря, непонятно совсем. Я вам сейчас назову одну цифру, а вы просто попробуйте вдуматься в нее.
Общая протяженность всех выработок этого рудника, ну, проще говоря, всех дорог, около 500 километров. Это невозможно себе просто представить. То есть это целый мегаполис со своими парками, площадями, скверами, перекрестками, разве что только без светофоров. Конечно, если бы кому-то пришла в голову идея оставить меня здесь, подшутить надо мной, я бы, конечно, никогда отсюда не выбрался. И, в принципе, я только делаю вид сейчас, что я хожу пешком, потому что мы здесь, на самом деле, передвигаемся на машине, причем с достаточно приличной скоростью. И, конечно, какими бы любознательными туристами мы ни были, нам никогда не обойти этот прекрасный, замечательный город даже за год. Вообще работа жуткая, особенно для тех, кто боится темноты и замкнутых пространств. Но, как ни странно, рабочие признаются, что, напротив, приходят сюда чуть ли не отдыхать. Здесь действительно как-то не до суеты, ценность жизни ощущается острее. Хотя все-таки страшно, то есть жутко весьма. Ежегодно рудник дает от 500 до 700 тысяч тонн гипса. Это позволяет работать с хорошей прибылью. Поберегите глаза, выходим на поверхность. Вот они, эти 1000 тонн. Ожидают отправки по воде. И только по воде, поскольку такие объемы самосвалами не вывезешь. Уже скоро, когда встанет река, приостановится и торговля. Гипс пролежит здесь до весны, ожидая своего часа. Готовь гипс летом, так получается. И да, кстати, все, что мы вам показали сегодня и снаружи, и внутри, все это вы можете увидеть и собственными глазами. Это предприятие одно из немногих, что жалуют промышленных туристов. Отбоя нет. Идут и смотрят. И люди, которые из Казани у нас нынче, мы до 200 человек в месяц принимали, автобусами приезжали. Им, конечно, интересно сам процесс работы. Но у нас мы показываем и старую технологию работ, старую технику. Вот увидели вы новую технику, которая есть. Если работать и вкладывать, работать с технологией, работать с передовыми методами, разговора нет, это прибыльная идея, очень хорошая. Наш рудник – объект уникальный. Он второй по объемам в России, учитывая, что таких рудников в стране всего-то 3. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. Бар бізғада балаларыбыздың